Когда мы говорим о культуре и обычаях нашей страны, культура виноделия всегда занимает свое совершенно особое и неконкурентное место. Настолько прочное изготовление и потребление виноградного напитка вошло в традиции абхазов. К виноделию наши предки относились с особым почтением. Не изготовлявший и не имевший пары тонн вина в запасе хозяин уважением не пользовался. Сегодня эту традицию сажать виноградники, производить вина пропагандирует компания «Вина и воды Абхазии». Крупнейший экспортер алкогольной продукции республики стимулирует местных виноделов практиковаться и совершенствоваться. Кавказ, соответственно, Абхазия один из центров возникновения виноделия и виноградарства в мире. В мире их всего два. Мы и Персия. Нам очень хотелось провести этот конкурс по многим причинам. И одной из них является именно то, что мы должны помнить, что мы одна из родин виноделия в мире. Это очень важно, очень почетно, и надо как-то этому пытаться соответствовать. Кроме того, естественно, целью конкурса, конечно, было выявление наших коллег, людей, которые добросовестно занимаются виноделием, которые хотят и уже умеют делать настоящее вино, что очень важно. Одного хотения здесь, к сожалению, не всегда хватает. Нам хотелось напомнить, вернее, поделиться друг с другом древними знаниями, да, о виноделии, виноградарстве в нашей республике. Кому-то рассказать о каких-то новых методах, новых знаниях в этой области, потому что ничего не стоит на месте, все двигается вперед, и на самом деле виноделие во всем мире за последние 30 лет, 40 лет сделало огромный скачок, и нельзя оставаться только на позициях каких-то наших старых знаний исторических, да, надо двигаться за этим. Я думаю, что мы вот, когда посмотрели уже в глаза за эти дни друг другу, пообщаемся и будем дальше думать, как нам формализовать, наверное, наши отношения, нашу возникшую дружбу, и постараемся вот как-то перейти на вот такие, на современные, на новые рельсы. Организаторы конкурса, в числе которых знатные винные эксперты, компания «Амобайл», представители культурно-деловой платформы «ГУМа», к делу подошли со всей ответственностью. 2 месяца они ездили по селам и городам страны, отвечая на каждую поступившую заявку, а их было более 100. Таким образом, к итоговой дегустации отобрали 38 вин. Среди них вино Алхаса Кварацхелия из села Дурипш. Лет 15, как мы занимаемся винами в селе Дурипш, сорт Аджубеши. Вот сейчас вот мы хотим заново подсадить. А так вот строим Магарач. Делаем все как положено, хотим. И мы рады сегодня, то, что они нас пригласили сюда, вот, организаторам. Большое спасибо участникам всех, я сегодня здесь всех приветствую. То, что есть моменты, которые мы не знаем, да, и сегодня мы хотим увидеть те моменты, которые как на дегустациях прошли, и уверен, что дай Бог, чтобы каждый второй мог такие вина делать, и в Абхазии, чтобы оно процветало. Виноделие совершенно несправедливо считают занятием мужским, говорит конкурсант Амра Бея из Нижней Эшеры. В год она сама делает не менее 800 литров красного вина. Я около 18 лет этим занимаюсь. Вообще я любитель вина. Вино делаю, чачу делаю. Лет 20 уже, как я делаю это вино. Мне очень интересно. Здесь все я люблю. Белое, красное. Абхазские говорят, вино обязательно должен иметь абхазские женщины и мужчины. В церемонии награждения приняли участие представители руководства страны. Свое приветствие передал глава государства Аслан Джания, в эти дни находящийся в Москве с рабочей поездкой. Участие в конкурсе – прекрасная возможность для молодых виноделов заявить о себе, а опытным виноделам показать свое уникальное мастерство.
Уверен, проведение национального конкурса абхазских вин имени Николая Батовича Ачба станет доброй традицией. Желаю организаторам и участникам удачи и новых побед. Президент Республики Абхазия Аслан Джани. Поддержали конкурс и в Министерстве сельского хозяйства. В категории «Белые вина» третье место занял Хаджарат Квициния, второе – Денис Амичба. Золото присудили виноделу Нугзару Ашуба. Я, конечно, не профессиональный винодел, это пенсионное хобби, давно этим занимаюсь, это вот парламентарии меня научили, это было как бы отдушина для себя, меня втянули в это дело великая семья Ачбовская, я дружил с отцом Ники Владимиром, я с Никой общаюсь очень близко, Валерием Борисовичем. Мои учителя, вот Саид, вот здесь вот Ачба, я пример беру всегда с Алхаса Аргун, то есть я у младших учусь, потому что они настоящие профессионалы. В категории «Красные вина», пьют которые в нашей стране однозначно чаще и больше, бронза у Адамыра Ахба. Серебро взял вновь Нугзар Ашуба. Победу в указанной категории одержал Сергей Гадлия. Очень хорошее начало. И надеюсь, что в будущем этих участников и вин будет гораздо больше и гораздо лучше. Всем огромное спасибо. За третье место участникам вручили 50 тысяч рублей, 150 получили серебряные призеры. Победители категории удостоены денежного приза 300 тысяч. Отдельным призом награжден Саид Ладария за лучшее полусладкое вино. 100 тысяч рублей Министерство сельского хозяйства вручило виноделу Хаджарату Квициния за лучшее образцово-показательное виноградное хозяйство. Также организаторы конкурса учредили гран-при в размере 1 миллиона рублей. Его обладателем стал Саид Званбая. Илана Казымба, Инала Гухава, Абаза ТВ.